Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Сегодня в программе. Обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В Москве прошла встреча Сергея Лаврова и Дауры Кови. Фестиваль амшинских армян. Праздник урожая в Кшапе. О порядке выдачи лицензий столичные власти регулируют правила торговли. Делегация МИД Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кови, находится в Москве с рабочим визитом. Сегодня состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и России Даура Кови и Сергея Лаврова, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Речь шла о реализации конкретных мер по укреплению международных позиций Республики Абхазия при содействии Российской Федерации. Были затронуты приоритетные направления скоординированной работы в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Обсуждалась возможность создания абхазо-российской рабочей группы с целью выработки плана мероприятий для практической реализации статьи 4 договора о союзничестве и стратегическом партнерстве и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Наши отношения носят союзнический характер. Это главная предпосылка мирного развития республики, и мы все руководствуемся теми договоренностями, которые достигаются на высшем уровне, включая встречу наших президентов 18 февраля 2016 года. У нас очень прочная договорно-правовая база, которая регламентирует практически все сферы взаимодействия. Более 90 документов уже действуют, что говорит о прочности наших двусторонних связей. Полномерная совместная работа по заключению дополнительных соглашений продолжается в соответствии с теми областями, которые предусмотрены договором о союзничестве и стратегическом партнерстве. Сейчас в проработке находится порядка 30 документов. И рад сообщить, что вчера Государственная Дума ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск. Мы приоритет придаем нашему социально-экономическому сотрудничеству, содействию восстановлению Республики Абхазия. Успешно реализуется инвестиционная программа на 15-17 годы. В августе в Москве состоялось очередное, уже 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. А через неделю, через 10 дней в Сухуме состоится 7-й российско-абхазский деловой форум. Отрадно, что около 30 субъектов Российской Федерации имеют устойчивые, структурированные отношения с Республикой Абхазия. Мы это всячески поощряем. Разумеется, сегодня обсудим мы состояние наших двусторонних отношений и внешнеполитические вопросы. Мы намерены последовательно наращивать поддержку Абхазии на международной арене. И, конечно же, рассчитываем на тесную координацию действий в рамках женевских дискуссий по Закавказью, прежде всего с точки зрения продвижения договоренности, юридически обязывающей договоренности о неприменении силы. Как, собственно говоря, это и было задумано в рамках плана Медведева-Саркози, который инициировал международные дискуссии с целью обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии. Знаю, что 9 ноября в Сухуме ожидаются делегации посредников, участвующих в женевских дискуссиях. Будем, разумеется, заинтересованы в ваших оценках предстоящих контактов. Благодаря поддержке Российской Федерации Республика Абхазия уверенно продвигается по пути преобразования и решает насущные социально-экономические задачи. Регулярные контакты между нашими странами способствуют расширению межгосударственного сотрудничества в самых разных областях. Положительная динамика наших двусторонних взаимоотношений позволяет нам в полной мере говорить о скоординированности абхазо-российских подходов в решении общих для нас задач. Последовательная реализация статей договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года, договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, других межгосударственных соглашений, является для Абхазии приоритетом в осуществлении внешнеполитического курса руководством республики
и создает в том числе предпосылки к расширению круга официально признавших государств и созданию условий для вступления нашей страны в международные организации. Уважаемый Сергей Викторович, я хочу особо подчеркнуть, что Россия является для Абхазии единственным стратегическим союзником и гарантом обеспечения мира и безопасности. Позвольте мне еще раз выразить вам признательность за вашу поддержку и большой ваш личный вклад в развитие отношений между Абхазией и Россией. Затем в посольстве Сирийской Арабской Республики в России прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кови и послом Сирии в России Риадом Хаддадом. Обсуждалась текущая ситуация в Сирийской Арабской Республике и перспективы налаживания сотрудничества с Сирией и Абхазией. Даур Кови выразил поддержку усилиям легитимного правительства Сирии в борьбе с международным терроризмом. Он подчеркнул значительную роль, которую играет Россия в урегулировании ситуации в Сирии. В селе Пшап Гулрипского района сегодня впервые прошел фестиваль культуры и быта амшинских армян. Песни, танцы, национальные блюда, выращенный урожай – все это продемонстрировали жители разных районов Абхазии. В мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. На празднике побывали и наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. Впервые в Абхазии прошел фестиваль культуры и быта амшинских армян. В нем приняли участие представители разных районов нашей страны. Мы этот праздник посвящаем нашим предкам, которые после геноцида в Османской империи оказались на абхазской земле. И сегодня мы демонстрируем первое такое народное гуляние. И хочется сказать добрые, хорошие слова в адрес абхазского народа, которые тяжелые минуты приняли наших предков, помогали, дали жить, дали семена, все. И сегодня мы решили именно такой праздник устраивать и участвовать все районы нашей республики. На празднике была представлена выставка работ мастеров прикладного художественного творчества, экспозиция утвари и традиционных предметов быта причерноморских армян. К примеру, предки Мартироса Калайджана, вынужденно покидая родную землю, привезли с собой в Абхазию по тем временам ценные вещи, такие как мельница, железный стол. Именно эту мельницу продемонстрировали на фестивале. Они до резни сюда приехали, то, что могли взять, все привезли, в общем. Не резко, не убежали они. Поэтому вот это все... Они приехали где-то в 1890 или 89 или 90. Вот это до этого. Они, наверное, там в магазин не купили, до этого, то есть сколько там лежали у них. Точно не могу сказать. На фестивале осени была представлена армянская национальная кухня. Гостям предлагали отведать различные блюда. При этом с огромным удовольствием рассказывали о секретах вкусного приготовления традиционных блюд, которые им достались от предков, некогда проживавших в Амшене, прибрежной части Малой Армении, ныне находящейся на территории Турции. Все это мы сами готовили, вот дети помогали. Конечно, все очень рады, такое у нас первый раз происходит. И амшинцы, может, еще больше людей о нас узнают, о наших национальных блюдах узнают. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что данный фестиваль только начинает свою историю. И очень важно, чтобы он продолжался и развивался, демонстрируя культурное разнообразие и межэтническую гармонию в Абхазии, способствовал в том числе и сближению Абхазии и Армении, развитию взаимовыгодных контактов на всех уровнях. Фестиваль, я думаю, станет традицией не только для Гулрипского района, но и традицией для всего нашего народа, для Абхазии всей. Я надеюсь на то, что эта традиция будет передаваться из района в район. И мы сумеем сделать так, чтобы наши люди были бы единой, целой народностью. На фестивале был представлен лабринский табак. Как оказалось, это экологически чистый продукт. Душу надо вложить, чтобы получить урожай. Мы же лабринские всегда работали, и основной наш промысел был табак. Наш колхоз до 500 тонн табаков сдал при советское времени. Турша, долма, хашлама – все эти блюда популярны в Абхазии. Армянская кухня является одной из самых богатых и древних, подаренных миру народами Закавказья. Она славится незабываемым вкусом блюд, приготовленных с подбором самых свежих и полезных продуктов, которые являются залогом знаменитого кавказского долголетия. Фестиваль культуры и быта амшинских армян завершился праздничным концертом. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В
Седьмой российско-абхазский деловой форум «От стратегии к истории успеха» состоится 15 ноября в Сухуми. За прошедшие годы форум зарекомендовал себя как эффективный инструмент для придания дополнительного темпа развития межрегиональных связей между Россией и Абхазией. В нем примут участие представители регионов России и Абхазии, органов исполнительной и законодательной власти, деловых кругов, неправительственных организаций, средств массовой информации двух стран. В рамках форума будут проведены 5 тематических круглых столов, а также состоится выставка инвестиционных возможностей Республики Абхазия и первое заседание Российско-Абхазского делового совета. По итогам форума состоится подписание двусторонних документов и принятие итогового заявления участников форума. Гагарские энергетики готовятся к зимнему периоду. В городе вводятся в строй обновленные распределительные подстанции. Об этом наш следующий сюжет. Гагарский район в вопросе обеспечения электроэнергией наиболее сложный из всех районов страны из-за его загруженности и в летний, и в зимний сезоны. Из года в год население потребляет все больше электроэнергии. Старое оборудование не выдерживает и зачастую дает сбой. Подстанция Гагра-2, питающая западную часть города, была построена больше 50 лет назад. Необходимость ее ремонта назрела давно. С мая месяца здесь шли работы по улучшению состояния распределительной подстанции. Сейчас завершена реконструкция основного силового оборудования первой секции в 110 киловольт. То есть установлено новейшее оборудование или газовые выключатели 110 киловольт, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, разъединители новые. И все налажено на щите управления, новые панели установлены с микропроцессорными защитами. То есть установлено все новейшее оборудование и завершается наладка. Полностью обновлен щит главного управления. Установленное современное оборудование фиксирует малейшие изменения в сети, указывает на причину, тем самым упрощая работу энергетиков. Система управления полностью автоматизирована. Удобно то, что это современные микропроцессоры, все можно настроить. Вот ноутбук подключился и все настраиваешь от установки. Раньше стояли электромеханические реле, которые очень тяжело было их подстраивать, а здесь таких проблем нету. Уже в понедельник будет запущена первая секция, и сразу же специалисты приступят к ремонту второй. В полную мощность вся подстанция заработает к Новому году. Работы ведутся и на подстанции Гагра-3. Здесь также проведены работы по увеличению трансформаторной мощности почти в 1,5 раза. Специалисты Черноморэнерго работают, как говорится, не покладая рук. За несколько месяцев они реконструировали первую секцию без прекращения подачи энергии населению. Старший мастер Центральной ремонтной службы Мизан Заранди рассказал, по какому принципу распределяется электроэнергия на данной подстанции. Вот на эту подстанцию конкретно приходит 110 тысяч вольт. Она со 110 населения уже, выходя с этой подстанции, к населению идет 6 тысяч вольт. А уже на местах с 6 тысяч переходит, уже понижается еще ниже до 380-220. Обновленный щит управления обеспечит надежность электроснабжения потребителей центральной и восточной частей города. Запуск подстанции Гагра-2 и Гагра-3 имеет важное значение для всей энергетической структуры страны. Бесперебойное электроснабжение города-курорта – одна из главных задач абхазских энергетиков. Сима Аргун, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. 15 сентября вступил в силу закон о порядке лицензирования деятельности по розничной торговле алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями. Реализация данного проекта была возложена на администрацию города Сухум и других районов республики. На какой стадии сегодня проект и исполняется ли он в полной мере, узнавала наш корреспондент Сария Смар. В целях защиты населения от некачественной и контрафактной продукции, а именно алкогольных напитков, пива и табачных изделий, в республике действует закон о лицензировании деятельности розничной торговли, который вступил в силу 15 сентября. Исходя из этого, все предприниматели, занимающиеся данным видом деятельности, должны получить соответствующую лицензию в администрации города. Лицензия хоть и предоставляется бессрочно, тем не менее проверки будут проводиться ежегодно. Все предприниматели должны в обязательном порядке получить соответствующую лицензию в местных администрациях. К ним относятся объекты розничной торговли, включая супермаркеты, магазины формата у дома, киоски, павильоны, а также объекты общественного питания. Это единовременное такое действие, но с другой стороны лицензирующий орган будет регулярно проверять условия лицензирования. То есть
То, что она выдается один раз, вовсе не означает, что после этого контроль осуществляться не будет. Контроль будет осуществляться регулярно, и те получатели лицензии, которые будут нарушать условия лицензирования, они в соответствии с действующим законодательством вначале будут предупреждаться об этом, затем лицензия может быть приостановлена, а в случае наиболее злостных нарушителей она будет отзываться. На сегодняшний день по всей столице чуть более 600 точек, где реализуются табачные изделия, алкогольные напитки и пиво. Многие предприниматели уже предупреждены о необходимости лицензирования продукции, но на сегодняшний день лишь единицы из них обратились в администрацию. До конца текущего года мы предоставим всем возможность в спокойном режиме сдать необходимые документы и получить лицензии. С января следующего года администрация города Сухум начнет плановые проверки на предмет наличия лицензии. Как подчеркивают в столичной администрации, предприниматели, которые нарушили закон и не получили лицензию до конца текущего года, будут привлекаться к ответственности. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В ТАСС объявили состав жюри и попечительский совет Международной премии имени Фазиля Искандера. Цель премии – увековечить память выдающегося русского и абхазского писателя. Исполком организации писателей назначил председателем жюри конкурса Евгения Попова, руководителем оргкомитета Бориса Евсеева. Состав жюри, денежное содержание премии и условия ее проведения будут объявлены позже, добавили в пресс-службе. Среди членов попечительского совета министр культуры Республики Абхазия Эльвира Арсаля, Антонина Хлебникова-Искандер, председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Короткий список премии предполагается оглашать в столице Абхазии, городе Сухум. Сама премия будет вручаться ежегодно в сентябре в Москве в День города. Московское отделение Российского корпуса спасателей передало в дар МЧС Абхазии специальное оборудование. Речь, в частности, идет о гидравлическом аварийно-спасательном инструменте, который используется при ликвидации последствий землетрясений, катастроф техногенного характера, а также дорожно-транспортных происшествий. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 17-19 тепла. Температура моря плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.